Меджлис начал подготовку к проведению мероприятий, приуроченных ко дню депортации крымско-татарского народа 18 мая. Об этом заявили на заседании Меджлиса. Вместе с этим обсудили итоги встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкое правительство уже готово начать финансирование строительства домов для крымских татар. Детали в сюжете. Турция построит 1000 домов для вынужденных переселенцев крымских татар. Председатель Меджлиса Рифат Чубаров сообщил 19 членам Меджлиса об обещаниях Анкары. Теперь дело за Украиной. Для строительства домов нужна земля в Херсонской области. Наше намерение создать единую группу, которую будет, скорее всего, возглавлять вице-премьер кабинета Украины и один из членов Меджлиса. В эту группу будут входить представители исполнительной власти Херсонской области, Генического района. И все это для того, чтобы как можно быстрее решить первый этап. Этап выделения земель и взаимопривязки коммуникаций. По словам представителя Меджлиса в Херсоне Абмеджита Сулейманова, дома будут выделяться вынужденным переселенцам из Крыма. Руководство Херсонской области ответило, что она готова во всех этих вопросах поддержать нас. Как же это будет на самом деле, я думаю, мы услышим в ближайшее время. Прозвучало такое предложение, что эти дома не должны даваться в собственность, иначе все будут бежать только ради того, чтобы получить дома. Будут учтены все, которые находятся на сегодняшний день на материковой территории, те, кто стоит на блокаде. На заседании также обсудили деятельность Меджлиса в Крыму в случае его запрета. По словам лидера крымских татар Мустафы Джемилева, на Совбезе ООН будет предлагать дополнительные санкции против страны-агрессора. Наверное, будем предлагать какие-то дополнительные санкции против страны-агрессора, которая ведет себя столь неадекватно по отношению. Кроме того, Россия сейчас грубо попирает положение Женевской конвенции о статусе оккупированных территорий. Об этом в основном будем говорить. Ну и заключаться она, видимо, должно быть предложениями к Совету Безопасности ООН, чтобы были приняты дополнительные санкции. Говорили и о пересечении крымских автомобилей административную границу с Крымом. Этот вопрос пока еще не решен. Глава Госслужбы по вопросам Крыма и Севастополя Нариман Устаев общаться с журналистами отказался. Давайте отдельно встретимся. Расскажите, какими предложениями будете выступать перед Кабмином? Гульсум Халилова, Эдем Ситаров, Асан Аминов, Заман, АТР.